Добрый день. Это у нас день, у вас утро, Владимир Николаевич. Добрый день. Ага. Ну, я прежде всего, конечно, это совпало, наше с вами общение через интернет, через Zoom, с вашим днем рождения. И я хотел бы начать наш разговор именно с поздравления. Мне кажется, это очень важная дата. И для вас, мне кажется, тоже, потому что я как знаю, вы собираетесь в Якутск, на родину. Поэтому, Володя, еще раз поздравляю и вам творческих успехов, здоровья. Спасибо большое, Олег. Ну, я прежде всего хочу поздравить, поблагодарить, точнее, всех якутян, которые поздравляют меня сегодня с самого раннего утра. То есть я в какой-то степени все равно, переехав в Москву, живу по якутскому времени. Москва только просыпается, а в Якутске уже середина дня, и поэтому сегодня с 6-7 утра я отвечаю уже на якутские звонки, вот, на поздравления в WhatsApp, в Фейсбуке. И спасибо, хочу сказать огромное моим замечательным землякам, что они помнят обо мне и об этой дате. Конечно, Владимир Николаевич, здесь вас не то что помнят, вас очень любят, ценят ваше творчество. И мне кажется, вот надо, наверное, начать с такого вопроса. Вот ваше писательское кредо, может быть, в этот день это уместно спросить у вас? Ну, мое писательское кредо, наверное, и вот особенно, что это касается моей драматургии театра, да, и прозы в значительной степени, это попытаться рассказать другим людям то, что удалось узнать мне самому. Так получилось, что я с детства интересовался Якутии, старался читать книги, которые мне попадались на эти темы, собирал библиотеку какую-то. И на каком-то этапе, конечно, мне хотелось поделиться. Тогда было немножко обидно, например, что якутяне не очень хорошо знают свою историю. Да? Но я же был молодым писателем в те времена, когда еще существовала советская идеология, да, и главное, как бы история нашей страны начиналась с октября 17 года. И вот с этого момента очень многое писалось, говорилось, рассказывалось, и люди прекрасно это знали, да. Но стоило опуститься на 100 лет, ниже, еще 100 лет, вот, еще на 100 лет, и тем меньше эти были знания. Да? И я помню, в свое время меня поразило, когда я вышел на проспект города Якутска и спросил 20 идущих мне навстречу якутян, первых попавшихся, кто такой Петр Бекетов. Вот. Ну, это было, наверное, лет 30 назад, значит, да, даже больше, может быть, 40 лет назад. И только одна единственная девушка, идущая навстречу, сказала мне, что это основатель города Якутска. Вот. И я спросил, а почему ты это знаешь, такая ты, значит, умная? Она говорит, а я поступаю в исторический факультет. Вот этим обменялось. Потом я поехал на улицу Петра Бекетова, в Залог, такая грязная, несчастная улица была в те времена, значит, недостроенная. И стал спрашивать жителей улицы, а в честь кого названа улица? Популярный ответ был участник гражданской войны в Якутии, да. Потом, значит, какой-то партийный деятель, потом что-то еще. То есть люди не знали, живя на улице Петра Бекетова, они не знали, что это был тот человек, который основал город Якутск. Вот. Ну и потом я стал сталкиваться с другими какими-то историями и тоже понимал, что вот, к сожалению, в то время вот всей дореволюционной истории, как и российской, как и сибирской, так и, собственно, якутской, уделялось очень мало внимания. Да? Вот. А особенно, если она еще была на чью-то беду связана, скажем, с религиозными деятелями, да? Как вы знаете, там до 90-х годов, до отмены цензуры, писать какие-то произведения, где бы
положительном виде были показаны духовные какие-то, да, это практически запрещено было. Ни один театр бы не поставил такую пьесу, или, значит, книга бы не вышла. Вот. И я помню, как на рубеже вот 90-х годов Николай Якутский написал на якутском языке повесть «Святитель Иннокентий». Собственно, он тогда вот открыл это имя для якутян. Вот. А я эту повесть перевел на русский язык и опубликовал ее в «Полярной звезде», где был главным редактором. Вот тогда тоже произошло у меня соприкосновение вот с этой сферой. Ну и вот можно сказать, что так вот и сложилась моя творческая кредо. Конечно, поэзия – это процесс совершенно неуправляемый. Да? Ни один поэт сегодня не знает, о чем он пишет завтра стихотворение, или, может быть, сегодня, значит, вечером. А вот что касается произведений драматургических и прозы, то тут, конечно, вот, ну, это сознательно делается и выстраивается. И вот я как-то тоже на днях задумался, что у меня в русском театре города Якутска идет 6-я пьеса, вот премьера ее будет 16-17 апреля, и все они до одной построены на каких-то исторических персонажах или исторических событиях, которые произошли именно в Якутии. Вот, Володя, ага, значит, вы получили признание как поэт, потом как прозаик, и вдруг, значит, обратились к драматургии. И с чем это было связано в первую очередь? Вот этот шаг, почему вы решились? Ну, это произошло в какой-то степени поначалу и, ну, по причинам от меня независящим. Так получилось, что, по-моему, в 1982 году газета «Молодежь Якутии» напечатала фрагмент моей поэмы «Мария», вот, из которой потом выросло «Созвездие Марии». Да? Вот. И эту поэму прочитал главный режиссер русского театра. «Молодежка» тогда была очень популярной газетой, ее читали не только молодые, Валерий. И вдруг у меня раздался звонок на работе. Я работал тогда рядовым журналистом новостей и спорта. Вот, раздался звонок, и Келли Пели, режиссер русского театра, пригласил меня к себе в театр. Зайди-ка ты, парень, ко мне. Вот, и я зашел, и он говорит, ну, это поэма, это хорошо, а ты попробуй-ка напиши пьесу, чтобы в театре это можно было поставить. Но я говорю, ну, хорошо, я попробую. Вот, и, конечно, это было, ну, очень даже в какой-то степени потом забавно, потому что я написал пьесу, в которой было больше 20 действующих лиц мужчин только, да, еще несколько женщин. Принес эту пьесу Келли Пели, он посмотрел, вот, и сказал, а ты в театр ходишь? Конечно, хожу. Все спектакли видел? Видел. А ты видишь, сколько у меня на сцену выходит мужчин-актеров? У меня их всего чуть больше 10. И тут я вдруг понял, что театр – это, оказывается, такое совершенно особое искусство, да? Вот. И получилось как-то, ну, в те времена работа с молодежью очень активно велась, и я вот буквально после этого разговора, значит, с Келли Пели, уже в обкоме комсомола почему-то знали, что я пишу эту пьесу, и буквально через какие-то недели меня отправили на всесоюзный семинар молодых драматургов. Вот. Этот семинар проходил в Юрмале, и главным его руководителем был знаменитый драматург на всю страну Арбузов, вот, ну и еще несколько ведущих. И я вдруг вот с этой своей такой полупьесой попал на этот семинар. Да? Ну и когда вот наши мастера прочитали все эти пьесы, то, значит, вердикт был такой, что, ну вот в буквальном смысле этот произнес, что, ну, видно, что Федоров человек не без способностей, талантливый, наверное, но он совершенно не понимает, что такое драматургия. Вот. Но, слава богу, семинар длился 2 недели, полмесяца. И за полмесяца, конечно, вот эти опытные мастера
ну, вправили, как говорится, нам мозги, да, многому научили. И там же за 15 дней я написал еще одну пьесу, в которой уже попытался какие-то законы драматургии каким-то образом вот, и, значит, и применить уже, да, услышанное. Вот. А потом получилось, что театр, я еще и видел театр вот как то место, где можно реализовать вот эту самую мою писательскую линию, да, то есть можно людям рассказать, вот, книгу еще он прочитает, кто-то не прочитает, вот, кто ходит в театр, они увидят эти героев. И потом в те времена, советские, реализация в театре произведений молодого автора могла произойти даже быстрее, чем книга. Книга там ставилась за год, да, не так часто книги выходили, как сейчас, и быстро. А тут получилось, что, значит, пьеса это довольно, значит, быстро была реализована, хотя бы в виде радиоспектакля. Вот. И это, наверное, послужило для меня каким-то, что вот возможности пробиться со своими, значит, какими-то произведениями к читателю в виде письменном, есть еще театральная сцена. Ну, вот так, наверное. А вот, Володя, вы сказали, 16 будет премьера на сцене Русского театра имени Пушкина в Якутске. Вот о чем этот спектакль? Пожалуйста. Этот спектакль, можно сказать, что этот спектакль будет частью дилогии. Вот. Сейчас у нас в Русском театре уже 6-й сезон идет пьеса «Два берега одной победы». Вот. Это пьеса о тех летчиках, и не только о них, о тех людях, которые вот во время Великой Отечественной войны через трассу Аляска-Сибирь перегоняли самолеты, боевые самолеты из Америки на фронт. И у нас был самый главный штаб этой перегоночной дивизии, в которой входило больше десятка аэродромов. Они там с Центральной Америки с авиазаводов вылетали, перегоняли со своими тоже большими трудностями самолеты до Аляски, американцы. Вот. А с Америки уже самолеты принимали наши российские летчики и перегоняли эти самолеты до Аляски, а с Америки уже эти самолеты принимали наши российские летчики, и вот через Якутию, значит, перегоняли их на фронт, да. Конечно, это были очень, конечно, это все происходило с такими неимоверными сложностями, потому что, ну, боевые самолеты не предназначены совершенно для таких 60, минус 60 градусов мороза, да, для таких дальних перелетов. Совершенно неизведанная трасса, построенные, значит, только аэродромы, примитивные совершенно там поначалу, да. Вот. И можно сказать, что за 3 месяца 43-го года, когда стали перегонять эти самолеты, потери здесь в летчиках, пилотах, да, превысили авиационный полк. То есть на этой трассе погибло столько людей, сколько на фронте не выбивали вот за этот период. Да? Настолько это было сложно. Ну вот, об этом была эта первая пьеса, и она идет. А когда уже пьеса пошла, то, значит, мы вместе с театром задумались, вот, да, это самолеты было очень сложно эти перегонять, да? А когда уже пошла эта пьеса, мы задумались, что самолеты, конечно, было сложно перегонять, вот, но для того, чтобы они полетели, ведь нужны были аэродромы, да, вот, нужны были аэродромы, а аэродромы эти тоже строились в таких условиях, что вот буквально за 1,5 года, значит, было построено 16 аэродромов. Вот. У нас только в Якутске существовал такой центральный аэродром, да, более-менее готовый, и то, который немножко реконструировали. А, значит, все остальные аэродромы, которые вот от Чукотки через Магаданскую область до Якутска были разбросаны, они были построены все с нуля. Вот.
И, конечно, там условия были тоже очень тяжелые условия. И потом значительную часть работы там выполняли, значит, заключенные ГУЛАГа. Вот. И вот, когда я ездил и по Колымской трассе, и по Заполярью, и с нашими автомобилистами, значит, в свое время мы с Егором Неймоховым, народным писателем, сделали такой фотоальбом «Дороги Якутии» про дорожников. И я с многими автомобилистами общался, в том числе вот на Колыме, на Крайнем Севере, и множество слышал историй, как раз связанных вот с этим. Вот. И мне в свое время тоже довелось проехать по лагерям ГУЛАГа, которые еще стояли, уже были заброшены, но еще были не разрушены. Даже я встречался с узниками, ездил с узниками в те лагеря, в которых они сидели, и они мне показывали, рассказывали. То есть вот этот материал был. Вот. И мне хотелось об этом показать и рассказать. Ну, может быть, еще и потому что, ну, наверное, ты сам сейчас видишь, что у нас как бы в народе такая возникла тоска по железной руке, вот, по сталинским временам. У нас в Якутии ставят памятники Сталину, да, хотя у нас 103 лагеря ГУЛАГа на территории Якутии находилось, и самый цвет якутской интеллигенции погиб в сталинских застенках. Да? Вот поэтому мне хотелось в данном случае опять об этом напомнить. Но еще и рассказать о том, что люди, поставленные в самые такие порой бесчеловечные условия, они, тем не менее, оставались людьми, да, и они пытались даже в этих условиях сделать все, что они могли сделать для победы и для фронта. Вот такая вот история. И получается, что они теперь как бы две рядышком будут пьесы. Да, это на самом деле очень, не то, что там интересно, это вообще актуально. Вы поднимаете, мне кажется, очень такую своевременно эту тему. И вот, Володя, вы возглавляли значит, газету «Якутия», журнал «Полярная звезда». Вы создавали в Москве общеписательскую литературную газету. А вот второй год вы уже издаете электронный журнал. Мне кажется, это тоже очень интересно. Да, еще у вас здесь в Якутске была бумажная газета тоже, да, «Литера». И сейчас у вас эта газета преобразовалась в электронная. Ну, во всяком случае, вы название оставили «Литера», да? То есть территория литературы и искусства. Вот как вы считаете, вот сейчас, сегодня в России, вот насколько территория литературы и искусства, она сохраняется, или она сузилась? Вот мы все отмечаем падение тиражей бумажных газет, журналов, наших любимых толстых журналов и так далее. Да, вот как вы, ваше мнение, ваша характеристика, пожалуйста. Ну, конечно, это литературное поле единое, которое существовало, да, в Советском Союзе, вот, и даже в России, оно, конечно, оказалось, значит, разорванным, да, разорванным. И вот, конечно, вот после разрушения Советского Союза единое литературное поле, которое существовало, было разрушено. В значительной степени оно оказалось разрушено и по России. То есть раньше существовали какие-то объединительные центры в виде всесоюзных, всероссийских издательств. Да? Существовало такое издательство, скажем, «Современник», которое было ориентировано именно на региональных писателей. И когда книга регионального писателя выходила в Москве, допустим, якутского, она продавалась распространялась по всей России, по всему Советскому Союзу. Я помню, что такое не раз было, когда я приезжал куда-нибудь на край Советского Союза, например, в Карелию или, значит, в Хабаровск, или куда-нибудь на юг, там, да, в Крым, и покупал там книгу или видел книгу якутского писателя. Вот. То есть существовала взаимосвязь, да, и все писатели одного региона
знали, о чем пишут писатели другого региона, да, существовали связи какие-то обменные между ними, да, вот. А сейчас вот у нас, к сожалению, ну, как бы литература вся в значительной степени замкнута по регионам, да. Вот есть там, допустим, там Липецкая область, есть у них свой литературный журнал, есть свои издательства, выходят свои книги. Но книги из Липецкой области только по большому чуду, допустим, могут попасть в Якутию. Точно так же из Вологды, скажем, да. Опять же, есть свой литературный журнал. И даже вот в этом смысле писательская и издательская этика немножко поменялась, да, потому что раньше считалось, что если ты написал какое-то произведение и напечатал, например, его в «Полярной звезде» нашей якутской или в «Сибирских огнях», то это произведение уже в другом журнале Советского Союза и России печатать нельзя, потому что эти журналы, опять же, «Полярная звезда» продавалась вот, то, значит, эти произведения, это произведение печатать в других журналах нельзя, потому что «Полярная звезда» также продавалась вплоть до Крыма, да, вот, и люди могли прочитать и увидеть. Также «Сибирские огни» расходились по всей стране, и журналов тогда, может быть, было меньше, может быть, даже десяток раз меньше, да, вот, но они были вот такими всеохватывающими. Вот. А сейчас получается, что у нас человек публикуется, допустим, в своем региональном издательстве или журнале и остается на уровне вот этого региона. А в Москве тоже таких значит, ну, центральных изданий тоже не стало. То есть у них тираж 2-3. Самый большой, самый тиражный журнал «Наш современник», у которого, по-моему, 7 тысяч тираж на сегодня, да. Вот. И, конечно, это, вот этого процесса не происходит. Но сейчас он начинает возрождаться уже другим образом. Что какой-то журнал региональный просит у меня прислать, допустим, мои стихи. Я отправляю свои стихи, журнал печатает. А потом вдруг через какое-то время мне сообщают из другого журнала, из другого региона, что там напечатаны мои стихи. Вот. То есть редактора издания и издательств, они как бы стали в какой-то мере заменять вот ту систему, которая исчезла. Да? И они, один звонит другому и говорит: вот у тебя нет там хорошей прозы, мне надо в следующий номер поставить. Он говорит: да, у меня есть там писатель, значит, Иванов, которого я в январе напечатал, но у тебя же все равно никто не прочитает мой журнал. Я тебе отправляю Иванова. Вот. И таким вот образом происходит какая-то возникла корпорация, вот, скажем, главных редакторов вот этих изданий, да, которые друг друга знают и таким образом обмениваются. Вот. И, ну, конечно, интернет добавился, да, конечно, интернет тоже дает это, но, к сожалению, у нас интернет, он, ну, такой он очень разный, да, вот, и в интернете очень много, значит, таких изданий, которые, ну, во-первых, они совершенно не требовательны, во-вторых, мало того, они на это не требовательны. И в интернете довольно много таких изданий, которые вот на собственной нетребовательности просто зарабатывают. То есть появились платные публикации, да, вот, значит, любой человек, что бы он ни написал, может где-то напечататься. Вот я не говорю, что это плохо, это может и хорошо, но осложняется процесс поиска настоящих произведений. То есть в таком же вот, в каком-то, значит, литературном издании, электронном там, да, интернет-издании, вот, может напечататься и по-настоящему выдающийся писатель, да, вот. Но другой писатель или читатель не станет читать, потому что он знает, что вот это издание такое, да, скажем, вот многие издатели, когда там в Москве выпускают книги, да, пишут, ну, обращаясь к своим авторам, пишут, что только, пожалуйста, не указывайте в аннотации, что вы лучший автор
сайта Проза.ру или Стихи.ру или какого-то еще, потому что и для нас это антиреклама, они говорят, да. Хотя на этих сайтах есть и замечательные поэты и писатели, и, наверное, надо их использовать для продвижения своей литературы. Но вот уже сложилось такое мнение. Поэтому вот, когда мы создавали журнал, значит, Литера, да, а вы правильно сказали, Олег, что он родился из той самой бумажной газеты, которую когда-то инициатором создания, которой когда-то в Якутии я был. Это был 2011 год. Газета эта продержалась почти целый год, ну и потом прекратила свое существование из-за отсутствия финансирования, потому что Министерству культуры было тяжело, значит, эту газету содержать. Вот. Хоть там у нас было всего 2 сотрудника. Ну, а как бы вот в государственную обойму СМИ она не вошла, да. Вот. Но тем не менее я знаю, что многие якутяне до сих пор хранят отдельные номера этой газеты. Когда я приезжаю, мне об этом говорят. Почему? Потому что это было первое издание, значит, газетное, да, на тот момент, которое вот охватывала только эту сферу, поэтому она так и расшифровывалась у нас: территория литературы и искусства. Да? И для работников культуры, для работников сферы искусства это, конечно, была такая площадка очень близкая и интересная для них. Да? Вот. Поэтому, когда в Москве нашу газету закрыли в Международном сообществе писательских союзов, вот, тоже из-за отсутствия финансирования, вот как это бывает, то, значит, вот мы вместе с Николаем Алексеевичем Лугиновым, вот, и с Еленой Степановой, которая была моим заместителем, мы решили создать вот такой какой-то электронный ресурс, потому что бумажный ресурс создать журнал – это сейчас очень дорого, нереально, да, электронный проще. Но мы там вот решили сразу провести такую черту, что, значит, конечно, у нас там не будет никаких платных публикаций, но у нас и не будет, значит, произведений ниже какого-то определенного уровня. Вот. И поэтому вот, ну, сразу, наверное, стал проходить у нас отбор произведений, да, вот, мы стали, значит, кому-то отказывать, каким-то писателям даже, которые считают себя вот, ну, на интернет, так сказать, площадке, да, довольно известными, там, и уже лауреаты всяческих премий и всего остального. А по сути это очень такие, ну, некоторые буквально в настоящем смысле графоманы, да, вот. И какой-то уровень старались выдерживать. Ну и как оказалось, что это тоже, в принципе, можно делать. Ну и, конечно, главной нашей задачей, конечно, главной нашей этой задачей, хотя мы понимаем, что нам ее непосильно решить, значит, может только какую-то часть этой работы сделать. Вот как раз объединение этого разорванного литературного пространства, которое существует. Поэтому в журнале возникло так много рубрик, там около 20 рубрик. То есть там каждый для себя может найти и литературный жанр, вот, и там отдельные рубрики, значит, посвящены региональной литературе, литературе малочисленных народов. Я думаю, один из первых литературных ресурсов Литера, где можно опубликовать свое произведение на любом языке мира. Можно с переводом, можно на русский язык, допустим, можно без перевода. И я, в частности, уже опубликовал, ну, наверное, больше десятка писателей, которые захотели напечататься на своем родном языке. Вот. И ну вот такая была попытка, значит, сделать такой печатный орган, который бы, значит, попытался это литературное пространство сшить. Володя, вот вы очень много знаете, вы побывали во многих странах мира, вы замечательный фотограф, ваши фотовыставки. Да, нам хотелось бы обо всем вас расспросить,
Но мы с вами договорились, что когда вы приедете в Якутск, мы с вами встретимся и запишем более такое развернутое интервью. И вот у меня последний вопрос такой. Вот Тастумус, и я вижу вот Дейбир у вас у входа, ваш кабинет Переделкино. Вот, Володя, что для вас значит Якутия, ваша родина Тастумус? Ну, конечно, для меня это значит очень много, если не сказать, что все. Потому что вот прожив здесь, в Москве, 10 лет, я все равно начинаю, во-первых, свое утро с якутских новостей. Я включаю и смотрю, у меня вот на компьютере, значит, стоят закладки всех наших якутских новостных сайтов, и литературных, и всех остальных. Я просматриваю, тем более, что Якутия начинает жить вперед Москвы на 6 часов. И я бы даже еще сказал, что очень часто она начинает жить вперед Москвы не на 6 часов, а на месяцы и на годы вперед, да, потому что вот некоторые вещи, которые зарождались в Якутии, потом были подхвачены во всей России. И я очень этим горжусь, да. И вообще якутяне, наверное, вот так сложилось, я же сам там жил, поскольку мы жили далеко от центра, то мы старались как-то быть в курсе всех дел. И я вот видел во времена Советского Союза, что какие-то передовые веяния, и сейчас то же самое, которые только возникают, они в Якутии сразу подхватываются и реализуются. Потом это всегда была читающая республика. Я помню, что во времена Советского Союза Якутия первое место по количеству подписных изданий на человека всегда держала. Да? И я помню, что каждый день из Москвы прилетал целый самолет, я не помню, сколько там было тонн, вот, значит, подписных изданий, которые привозился туда. И люди были всегда в курсе. И когда я приезжал в центральную Россию, и особенно ездил в области какие-то, то я всегда, значит, все сравнения, наверное, вот в этом смысле, это общая, что ли, какая-то характеристика. Ну, а второе, что я там родился, вот, но и не зря говорят, что человек в том месте, в котором родился, он наиболее и хорошо себя чувствует, да. И Тастумус, конечно, это тоже особая такая точка. Я вообще очень благодарен, как писатель, судьбе, что я родился именно в Тастумусе, да, именно родился в таком маленьком таежном рыбацком поселке на берегу Лены, вот, в нижнем течении уже почти ее, где она такая большая, широкая, суровая, рыбная, рядом огромное знаменитое озеро Ниджели со знаменитыми кобяйскими карасями, да, вот, и тайга, а напротив через реку Верхоянские горы. Верхоянские горы, где уже совсем как бы другая, значит, культура, да, живет. Там уже эвенские поселения, да, и вот мой друг Андрей Кривошапкин, он, получается, через реку, значит, в горах там жил, да, и там уже оленеводы, олени, вот. И вот было такое смешение. Еще и было что когда в Тастумусе создали рыбзавод, вот, сразу после войны, да, то, видимо, разрешили многим ссыльным, которые были в Заполярье, там, значит, эстонцы, литовцы, финны, значит, вот эти все прибалты, немцы, им разрешили переехать в Тастумус. Это уже был все-таки какой-никакой юг, 900 километров на юг от моря Лаптева. И поэтому у нас было такое село, там, может быть, всего-то жило человек 500 там жило или нет, но были представители очень многих национальностей, многих культур, которые, они были еще носители, поскольку, значит, их ну, в достаточно взрослом возрасте, скажем, отправили во время войны в ссылку, и теперь они вот сюда вернулись, да, вот, и поэтому вот какой-то такой маленький плавильный котел был. Тут же, конечно, было якутское население с эвенами,
мы поддерживали связь, которые регулярно приезжали из-за реки. Вот. И я вот каким-то образом погрузился в детстве во все эти культуры. Да? Во-вторых, ну, были другие времена, и дети тогда, наверное, взрослели раньше, или так считалось, потому что, допустим, я очень мечтал о том дне, когда мне исполнится 10 лет. Почему? Потому что у нас была такая традиция, что на 10 лет мальчику дарили собственное ружье. Вот. А до этого я мог охотиться, только выпрашивая ружье у отца или у дяди. Вот. А тут уже все, получил персональное ружье. И как раз в то же, да, охотник. И как раз в то же время появились самые первые фотоаппараты. И вот мне буквально одновременно подарили первое ружье и подарили фотоаппарат «Смена», когда я стал учиться фотографировать. И я стал фактически в какой-то момент главным фотографом Тостомуса. Вот, потому что я как-то быстро это освоил. Отец у меня начал, но потом охладел, и, значит, вот фотоаппарат перешел в мои руки. Вот. И, конечно, вот эта таежная жизнь, это река, это рыбалка, это охота, это эти разные люди. Они мне очень-очень многое дали. Вот у меня есть такая повесть «Гражданин №1 навсегда исчезнувшего города». Да? Это как раз о Тостомусе. Почему №1? Потому что я действительно был первый ребенок, который получил официальное свидетельство о рождении в Тостомусе. Вот. Когда там создали сельсовет, почему-то его назвали Ленский сельсовет, хотя поселок был Тостомус, ну, видимо, потому что на Лене это происходило. Вот. И я, когда родился, я целый год жил без свидетельства о рождении, потому что все собирались открыть сельсовет. Наконец его открыли, и вот годом позже мне выдали свидетельство о рождении. Вот. И, почему навсегда исчезнувшего города? Потому что когда вот я был как раз там 10-летним мальчишкой примерно, не примерно, а точно, в 1961 году как раз недалеко от нас в районе поселка Промышленный открыли первое месторождение газа. Вот. И как якутяне помнят, первый газ пришел в город Якутск по газопроводу Тостомус-Якутск. Он именно так и назывался. Вот. И поскольку тут открыли газ, тут у нас рыбзавод, то все старики говорили, что в этом месте когда-нибудь будет большой город. Ну, типа, все предпосылки сошлись. Вот здесь Вилюй впадает в Лену, устье Вилюй, здесь Урха впадает, здесь вот Тостомус, здесь в 15 километров нефтеразведочные, газоразведочные станции, поселок Промышленный, поэтому город. А потом получилось, что вот в свое время была такая кампания, прошла по Советскому Союзу, ну, необдуманная, да, но глупого много и тогда делалось, да, по укрупнению малых сел. То есть вдруг решили, что все села, в которых живет, допустим, меньше там 500 или 700, какая-то планка была человек, нет смысла их, значит, развивать и поддерживать, а надо их объединить, куда-то свести. И вот Тостомус сделали огромную глупость. Тостомус – поселок, который стоял на месте рыбацких промыслов, да, где вот тут же рыбу ловили, тут же ее принимали. Огромные 100-метровые ледники в горе были выдолблены, значит, в которых эта рыба хранилась все лето, а зимой увозилась. Вот этот Тостомус взяли и перенесли в районный центр Сангары, поселок шахтеров. Ну вот как рыбзавод мог оторвав его на 60 километров от этого места промысла, а по тем временам это было огромное расстояние, и он там потихонечку так и как бы помер. Поэтому вот навсегда исчезнувший город. Ну, дома многие разобрали, увезли, значит, в Сангар. Вот. А по иронии судьбы остался последний дом, тот дом, в котором я родился. Вот. И очень долгое время вот на этом пустыре стоял один-единственный старый дом. А потом получилось так, что мои кобяйские земляки из соседних сел, из Колкуя, из Мокучи, из Кобяя, вот, они собрались вместе, какой-то порыв души у них был, создали такую инициативную бригаду и построили
рядом с моим старым домом маленький новый дом. Небольшую такую избушку, но в которой вполне можно жить. И подарили мне 10 лет назад ее на день рождения. Поэтому у меня в Тостомуте появился теперь мой новый снова дом. Вот. И, конечно, вот я там был, собираюсь нынешним летом туда опять поехать, да, и, конечно, для меня это очень много значит. И еще я вот могу такую вещь рассказать, что, ну, как многие творческие люди, как многие поэты, я вижу много снов, да? Как Ага. многие творческие люди, как многие поэты, я вижу много снов. Вот, почти каждую ночь. Цветные, широкоформатные, большие, интересные. Мои даже близкие смеются, что тебе не нужен телевизор. Ты все видишь ночью, значит, успеваешь. И вот такой парадокс, что за 10 лет жизни в Москве я, может быть, видел 2 или 3 сна, действия которых разворачивались в Москве. А так я каждый день, стоит мне закрыть глаза, я перемещаюсь в Якутию. Вот. И очень часто перемещаюсь в Тостумус, перемещаюсь куда-то во времена своей молодости со своими однокурсниками, геологами, по каким-то поднимаюсь речкам вверх, сплавляюсь, иду по каким-то горам. В общем, я там в постоянных каких-то передвижениях и путешествиях. И вот это как раз говорит о том, что подсознание мое, оно живет там. Оно живет там, хотя вот физическое тело переместилось в Москву. Вот. Ну и там же, конечно, живут, значит, к сожалению, в последние годы, уходя из жизни, живут мои друзья, мои однокурсники, мои одноклассники еще некоторые. Поэтому Якутия для меня значит очень многое. Вот, Володя, мне кажется, это такой завершающая, очень замечательная точка сегодняшнего нашего разговора. И я еще раз поздравляю вас с днем рождения. Я думаю, сегодня у вас день насыщенный, так что мы с вами попрощаемся, и мы вас ждем в городе Якутске. До свидания. Спасибо, Олег. Приходите обязательно на премьеру. Обязательно. До встречи. До встречи. Ага.